Ландр Спекович, есть вопросы к обращающей стороне? Нету. Присаживайтесь. Уважаемые судьи, есть вопросы? Пожалуйста, Эмиль Забдаш. Скажите, вот с вашей точки зрения, насколько значимы, вот, какие возможны вообще последствия оказания некачественной юридической помощи? Да? Вот с этой точки зрения, как вы вообще рассматриваете, насколько важно или значимо оказание соответствующей по качеству юридической помощи гражданам? Вопрос понятен, да? Вопрос понятен. Я считаю, что это имеет большое значение качество оказываемой юридической услуги. Какие возможные последствия вообще, скажем, если оказываемая юридическая помощь не соответствует? Возможные последствия — это нарушение прав того гражданина, которому были представлены некачественные услуги. Человек может лишиться имущества, человек может потерять свободу, да? Да. То есть, как вы рассматриваете, вот, ну, с точки зрения каких-то других различных услуг, которые могут быть, скажем, использованы гражданами? Вы вообще предполагаете, как, ну хорошо, какое наказание вы считаете, оно, скажем, допустимо, скажем, за несоответствующее выполнение своих обязанностей, да, по предоставлению юридической помощи нашим гражданам? Марат Сентурович, если ваш представитель затрудняется, вы можете ответить на этот вопрос. Да, я затрудняюсь ответить на этот вопрос. Микрофон включите. Вы вопрос еще повторите, чтобы я... Как вы думаете, какая мера наказания вообще должна применяться законодательством в отношении лиц, которые оказывают некачественную юридическую помощь? До какой степени вы считаете, что, скажем, допустимо, да, в данном случае наказание этих лиц? Я поэтому предварительно спросил о возможных последствиях оказания некачественной юридической помощи. В части адвоката, да, имеется в виду? Да. Ну, разумеется. Да, я могу даже сказать более чем ответить. Если мы реально на это посмотрим, элементарные государственные ГГЮП, которые находятся, стоит только обратиться в СИЗО, если даже элементарно обратиться. Разве это реально? Я вот сколько обращаюсь к адвокатуре, ну нереально же, чтобы такую пачку дел, которые рассматривают по именно представитель ГГЮП. Мы прекрасно знаем, что творится. Сколько жалоб идет, но они не рассматриваются же. Чисто что касается вот нарушения вот части мнения, хочу именно чуть немножко прибавить. Но у нас есть порядок лишения лицензии было. Она была полностью проигнорирована. Я надеялся на суде, я был уверен, что там не будет. В отношении меня дело не было возбуждено. Единственное нарушение одно. И они решили... Вы, наверное, не поняли моего вопроса, да? Вы, наверное, не поняли. Я сперва спросил, насколько вы считаете значимым вообще, скажем, качество оказываемой юридической помощи гражданам, да? Исходя из последствий, которые возможны ввиду оказания некачественной юридической помощи. Да? Это во-первых. И я вам сказал, на ваш взгляд, какая мера наказания, вот с вашей точки зрения, допустима именно в этой сфере, в отношении адвокатов, да, которые, в общем-то, могут допустить оказание некачественной юридической помощи и могут допустить, чтобы вот эти последствия, о которых я сказал, наступят для граждан? Я попытаюсь ответить на ваш вопрос, который... Вы вообще вопрос поняли? Я в части понял. В части понял, что именно в защите граждан. Я вам прямо спрошу, какую вы допускаете вообще меру наказания в отношении адвоката? Какую меру? У нас именно, соответственно, есть порядок рассмотрения. Это не касается порядка рассмотрения, это не касается соблюдения процедур наказания адвокатов. Я совершенно другое имею в виду. С вашей точки зрения, до какой степени адвокат может быть наказан за оказание, да, некачественной юридической помощи, которая привела к очень тяжелым последствиям для человека, да, интересы которого он защищал? Я теперь понял. На сегодняшний день
в закон именно вот вы спросили, ну, действительно, последствия ужасающие, ужасно это. Марат Исентурович, вы просто вопрос не можете понять. Мой коллега задает вопрос. Хорошо, если вы оспариваете возможность лишения лицензии и просите признать ее неконституционной, то какая мера ответственности должна быть у адвоката для того, чтобы он оказывал квалифицированную юридическую помощь? Вопрос именно в этом заключается. Вы можете ответить? Тогда какая ответственность должна быть у адвоката для того, чтобы он оказывал квалифицированную юридическую помощь? Пока не будет соответствующий инструмент наказания, то адвокаты и не будут чувствовать эту ответственность. Ну, я думаю, нужно ради этого вводить в закон адвокатской деятельности дополнительные нормы. Потому что в реалии закон, который у нас существует, он не соответствует. То, что я могу. Хорошо. Есть еще вопросы? Пожалуйста, 16 лет. Марат Исентурович, я хотела бы задать вам вопрос, чтобы уточнить ваши требования. Да? Вот исходя из вашего ходатайства, становится понятным, вы оспариваете, что ранее лишенные адвокатской лицензии адвокаты лишаются возможности повторно подать, да, на лицензию. То есть вот этот момент. То есть в данном случае я хотела бы уточниться, да, если мы посмотрим 22-ю статью, в каких случаях лишается лицензии адвокат? Вступление в законную силу обвинительного приговора суда в отношении адвоката, да, повторного нарушения норм кодекса профессиональной этики, неповышение квалификации, вот то, что сказал мой коллега, да, если систематическое неповышение квалификации адвоката является основанием для лишения, повторно может ли этот же человек обращаться для того, чтобы получить лицензию, если он не соответствует, опять-таки, определенным критериям или профессиональной компетенции? Вот я хотела бы уточнить ваше конкретное намерение, да, в данном случае. Вопрос понятен? Да, это понятно. Пожалуйста, ответ ваш. Я думаю, что он может и Конституция же ему не имеет права на это. То есть я хотела бы услышать ваш довод, вот то, что вы ставите в вашем ходатайстве. Почему он может? Вот можете сказать? Какие доводы, аргументы правовые? Ну, у нас же... Да. Аргументы следующие. Здесь у нас имеется такая монополия адвокатуры Крымской Республики, которая может использовать вот эту свою власть над адвокатами в их собственных целях. То есть любого адвоката может быть возбуждено вот это дисциплинарное производство по этике. При этом законодательством даны полномочия адвокатуре проводить расследование, а также судить адвокатов. Но при этом в Конституции закреплена, что судебная власть, это право вершить суд, оно идет предоставлено именно суду в нашей судебной системе. Но почему-то законом об адвокатуре и адвокатской деятельности адвокатуре Крымской Республики дали такое право. Вот решать такой вопрос о принятии таких мер в отношении адвоката, как приостановление лицензии, лишение лицензии. Это тоже имеет большое значение для адвоката, если адвокат больше ничем не занимается. Вот. Вообще право вершить суд, это конституционно уже должно быть за судом, а не отдельной организацией. Вот существующие нормы, в частности наши ходатайства, уже сами это ведут вот, противоречие с принципом независимости адвокатской деятельности. Вот. Адвокат здесь своей деятельностью уже зависим от адвокатуры. У вас все? Да. Коллеги, есть еще вопросы? Пожалуйста, Скажите, пожалуйста, вопрос, может быть, это унисон вопросу Эмиля Чудышева сейчас звучит. Вопрос доверия.
института адвокатуры, да? Если, допустим, ну, скажем, гипотетически, если исключить эту норму из этого закона, насколько повысится доверие общественности или клиента вообще к институту адвокатуры? Как вы думаете? Ну, институт адвокатуры не определенный какой-то адвокат, который оказал некачественную услугу. Здесь идет такая общественная молва, да? О том, что вот такой определенный адвокат, вот он вот такие дела творит, лучше к нему не обращайтесь. Просто люди не будут к нему обращаться. Адвокатура-то состоит из адвокатов, Да. правильно же? Ну, соответственно, возникает общее понимание, общее, скажем так, чувство доверия, да, и мнение общественности. Доверие, да, действительно важно. Ну, например, если меня дело коснется, я буду обращаться именно к такому адвокату, которого мне порекомендовали. А исходя из его репутации, определенного адвоката, мне его рекомендовать не будут. Соответственно, так и складывается доверие. Коллеги, есть еще вопрос? Можно я задам еще? Пожалуйста, Чинаш Сабрик. Марат Исентурович, я хотела задать вам вопрос. Вы были адвокатом, да? Были лишены лицензии. А можно сказать, по какой причине были лишены лицензии? У нас в законе прописано, что за повторное решение. А у меня было только именно Нарушение правил профессиональной этики, да? Да, одно нарушение было. Да. И следующий вопрос очень коротко, да? Вы сейчас продолжаете работать по юридической специальности? Да, я работаю. Работаете, да? Работаю. То есть, в принципе, право на свободу труда у вас сильно не пострадало. И тоже. Мгм. Спасибо. Еще я же хотел добавить. Ага. Там я пострадал ужасающе. Когда это наступило, я обратился 8 раз, отмечу, 8 раз официально. Закон о адвокатской деятельности гласит, мы ее придумали, мы ее оплатили, мы ей здание купили, чтобы она защищала. У нее только 2 функции, правовая и социальная защита. Я за время 3 года судов ни одного обращения, помощи я не почувствовал. А за что я им плачу? Зачем я им покупаю здание, которое они сейчас уже живут, и смысла ни одного. На сегодняшний день суд был, я немножко отклонюсь, суд я подал на бездействие. Интересно, на бездействие адвокатуры после всего этого. И когда подал, решение Первого суда было вообще для меня такого, как холодный душ, в связи с тем, в иске мне отказывают в связи с тем, что я не член адвокатуры. Но в то время, да, когда я судился, когда приказ я получил, я же был членом адвокатуры, и все идет. Даже в этом плане, я даже не уверен, что сегодня как закончится. Вот поверите, если в законе прописано за повторное, я суду, Верховному суду объяснил, что у меня повторного нету нарушения. Я был уверен, я был на 100% уверен, что я пройду потому что суды, обратив внимание, даже их предоставил, что не было повторного нарушения, оставили приказ Министерства юстиции. Я даже здесь не уверен, потому что на сегодняшний даже вот по факту растраты вредного имущества именно по моей жалобе, дело возбуждено в ГСУ МВД, рассматривается по адвокатуре. Официально они официально говорят, мы не позволим, чтобы вы получили лицензию. Что хотите? Вот это вот лично вот наш. Представляете? Давайте на личности не переходите, у нас совершенно другой предмет рассмотрения, поэтому давайте по существу вашего обращения. Вот по существу обращения. Еще раз повторюсь. Одно нарушение, за это решили. Нет другого, никакого. Все понятно. Да, у меня нету. Спасибо. Пожалуйста, присаживайтесь. Есть еще вопрос? Пожалуйста, что помогу. Скажите, пожалуйста, вот вы в стадии судебного процесса установления личности, вы сказали, что вы нигде не работаете. Да. А сейчас вы адвокатской деятельностью занимаетесь? Нет. По доверенностям выступаете? Доверенность частями. На сегодняшний день я закончил буквально на прошлой неделе медиаторство. Сертификат. Хорошо. Второй вопрос тогда. Вы были уволены с нарушением правил профессиональной этики, говорите, да? Лишены. Обращались в судебные органы, да? Да. На решение, да, адвокатуры.
но не поддержал, суд не удовлетворил ваши требования. Да, я обращался на решение комиссии по этике, которую рассматривал Ленинский районный суд. Кроме того, я обращался на приказ Министерства юстиции. Вот 3 года я судился. Первый круг именно в Межрайонный суд отменил. Верховный суд все-таки понял и отменил на основании того, что в то время, когда меня лишали, в Министерстве юстиции была комиссия, которая по рассмотрению жалобы. На основании этого отменили. Ну, когда второй круг, они так и оставили, хотя первый круг, который прошел, они четко именно сказали, что время было военное постановление и оставили. Ну, произвол, чисто. Микрофон выключить. Есть еще вопросы, коллеги? Нет? У меня есть несколько вопросов. Скажите, вот вы, Руслан Асулбекович, да? Вы перечислили основания для лишения лицензии, и до лишения лицензии есть такая процедура, как приостановление. Да. Да? Вы полагаете, что процедура приостановления достаточно для того, чтобы стимулировать чтение профессиональной деятельности лицами, имеющими лицензию на адвокатскую деятельность? Ну, я считаю, что здесь этой меры недостаточно, но вопрос о лишении лицензии адвоката уже должен решать суд. Как есть закон о лицензионной разрешительной системе, согласно которого вопрос о лишении лицензии решается судом. То есть это ваше мнение, что лишение лицензии должно осуществляться судебными органами? Да, Да? совершенно верно. Но вы в своем ходатайстве ставите вопрос о признании неконституционным нормы, которые не допускают возможность получения повторно лицензии на адвокатскую Да, деятельность. совершенно верно. Если его несколько раз предупреждают о нарушении правил профессиональной этики, приостанавливают его лицензию, то в последующем есть гарантия того, что такое лицо не будет нарушать нормы профессиональной этики адвокатской деятельности. Гарантии здесь никто не дает, уважаемый суд. Это сугубо из личности. Вот вы сами сказали, что если вы будете обращаться, то вы будете обращаться только исходя из рекомендаций и с учетом репутации того или иного лица, занимающегося адвокатской деятельностью. Но люди не должны, наверное, полагаться только на репутационные характеристики того или иного человека. Если он получил лицензию, то мы исходим априори из того, что это человек обладает соответствующими профессиональными навыками. Так? Если мы исходим из того, что человек обладает профессиональными навыками и может на надлежащем уровне защитить, то, соответственно, и лишение, наверное, тоже правомерно. Как вы считаете? Ну, здесь, Если он не выполняет на должном уровне свои профессиональные обязанности. здесь, уважаемый суд, необходимо исходить из такого вопроса, как субъективизм. Субъективизм. То есть здесь в данном случае может быть именно как злоупотребление со стороны совета адвокатов по отношению к какому-либо адвокату. Это тоже надо учитывать. Не очень понятна ваша позиция. Есть еще вопрос? Пожалуйста, Да. Руслан Асулбекович, опять-таки в пику вашего мнения, да? Если суд в данном случае, по вашему мнению, лишал бы лицензии, то вы бы согласились бы с действующей нормой сейчас, которую вы оспариваете, о том, что ранее лишенный адвокат не может претендовать на повторное получение лицензии? Ну, здесь я не соглашусь. Почему? Потому что здесь идет 3 категории лиц. Идет бывший работник следственных органов, который допустил дисциплинарные правонарушения. Идет адвокат, ранее лишенный лицензии, и бывший судья, уволенный из-за дисциплинарных правонарушений. Почему им дают 1 год, и после 1 года они могут обратиться за лицензией, да? А
бывший адвокат не может. Уже идет как дискриминация по социальному признаку. Можно я уточню тогда? Тогда, по вашему мнению... То есть, Микрофон включите. да? Тогда, по вашему мнению, получается, если адвокатам, лишенным лицензии, тоже дать срок, какой срок для вас достаточен в таком случае? Думаю, 1 год достаточен, как для двух вот этих категорий лиц. То есть вы считаете, что за 1 год человек может исправиться или подтянуть свою квалификацию, чтобы соответствовать требованиям, которые на сегодняшний день существуют для адвоката, да? Да, считаю так. Спасибо. Хорошо, тогда следующий вопрос у меня. Вот вы говорите, что все-таки у человека, лишенного лицензии, должна быть возможность повторной сдачи экзамена на получение лицензии. И сколько раз он должен лишиться лицензии для того, чтобы пожизненно его лишить лицензии, по вашему мнению? Или он без конца может подавать после того, как его лишат лицензии? И через год получать лицензию? Я, уважаемый суд, затрудняюсь ответить на этот вопрос. Ну, если вы обращаетесь с ходатайством, у вас какая-то позиция должна быть. Не может же так быть, что до бесконечности человек может подавать заявление на получение лицензии. Смысл тогда адвокатуры в чем заключается, если человек все время лишается лицензии за нарушение правил профессиональной этики или за те другие случаи, которые перечислены в законе? Ведь адвокатура же выполняет не только частно-правовые функции. Совершенно верно. Ну, можно, наверное, ограничить законодательство количество раз, которые адвокат может обратиться за повторным получением лицензии. Коллеги, есть еще вопросы? Пожалуйста, Курмат Ильич. Курмат Ильич, микрофон. 3 категории сотрудников, которые через год после совершения дисциплинарного проступка имеют право получить лицензию. Это следователи, бывшие судьи и прокурорские работники. Но, возможно, они, получая лицензию адвоката, лично проявите здесь. По прежней работе допустили, возможно, дисциплинарный проступок. А адвокат, работая, осуществляя свою деятельность, нарушил, и повторно он еще претендует. Это правильно? Я считаю, уважаемый суд, что шанс должен быть у человека. Думаю, за год человек может подуматься и справиться. Есть еще вопрос? Спасибо, присаживайтесь.